Руслан Таркоев в ходе беседы отметил непростое организационное и финансовое положение регионального отделения Всероссийского общества глухих в республике. Рассказал о культивируемых в регионе дисциплинах спорта глухих, армрестлинге, греко-римской и вольной борьбе, проблемах с трудоустройством и других сложностях. Спортивный инвентарь, по информации Руслана Таркоева, с помощью благотворителей и усилиями самой организации приобретен. Не хватает только помещений для тренировок. Я когда в 2017 году приехал, я стоял на здании и не знал, что мне делать. У меня не было ни помещений, ни ручки, ничего. И мне пришлось снять быстро офис, купить какое-то оборудование, мебель и начать работать. Потом я пригласил с Москвы преподавателей, обучил своих сурдопереводчиков. У нас нет ни тренерского состава по адаптивному спорту, ни спортзала своего. Легче перечислить то, чего нет, чем что есть. Единственное, что я смог в этом году, вернее, в прошлом году, влезть в программу нашей уголовной организации и хотя бы хоть какой-то спортивный инвентарь взять. Но он у меня лежит в офисе. Офисе. Да, потому что спортзала, там борцовский ковер 12 на 12, 146 квадратов. Организация у нас большая. Второй вопрос – кадры. Кадры надо воспитывать. Но все равно развитие нужно. Спорт надо развивать, культуру надо развивать. Некоторые вопросы были решены на месте. В частности, Махмуд Али Калиматов дал поручение за счет средств Национального фонда развития республики приобрести автомобиль «Газель» для передвижения подопечных общества при участии в мероприятиях в регионе и за его пределами. Кроме того, Министерству образования и науки было поручено организовать обучение сурдопереводчиков на территории субъекта, а Министерству физического развития и спорта обеспечить место для занятия различными дисциплинами в соответствии с запросом самих спортсменов и требованиями законодательства. Помогать им нужно. Вот я почему пригласил и министра, чтобы те вопросы, которые возникают у вас, чтобы мы, мало того, чтобы их знали, но и по возможности, у нас достаточные, и решали их, ваши вопросы. Черешневый сад раз, светодиодный, по-моему, там сидячая работа все. И швейную, и обувную, там у них инструкторы, они их обучают. Еще рассмотреть другие предприятия, потому что я думаю, что они же, например, сезонные, у нас не хватает. Сад-гигант, там люди 50 и 60 зарабатывают. Транспорт есть у вас? У нас нет транспорта. Давайте ему новую «Газель», большую, какую можно, и передайте им. Но оформлено, чтобы она была, и если вы ее содержать будете, обучение. Сурдоперевод и чтение. Если нужно, мы заплатим или найдете что-то, да, может быть, у вас это возможно. Министерство двумя договоритесь, и преподавателей, помещение, я думаю, найти несложно, где бы обучать тех, которые он, например, говорит, вот категория девчонок, вот категория мальчиков, значит, какие-либо эти. Давайте, это однозначно, займитесь этим. Значит, и давайте так. К 1 марта мне полностью алгоритм должен быть. Начинайте уже вчера, а делайте, а 1 марта мне говорите, вот возможность здесь, мы сделали вот здесь, начали вот здесь, а было бы хорошо вот здесь вот. И дайте мне предложение. Тогда я уже предприму те или иные действия. Хорошо? Махмуд Али Калиматов добавил, власти будут помогать и в вопросах социализации, образования, обеспечения работой людей с ОВЗ. Глава региона уверен, что предприятия зачастую боятся ответственности, но при наличии поддержки властей они будут заинтересованы. Все меры содействия в перспективе будут проработаны. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.